Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала. У нас давно не было видео, но это не значит, что спасение стояло на месте. Расскажу о недавних событиях. На волонтерском дне в приюте мы взялись почистить щенятник, где было множество щенков. Но наш взгляд упал именно на этих мелкашей. Почему именно на них? Эти щенки пробыли в приюте всего сутки. Мы надеялись, что они не успели подцепить энтерит, и решили, что нужно их спасать. Единогласным решением было брать всех 6 малышей. Это оказались 5 прекрасных мальчиков и 1 девочка. После того, как мы почистили вольерчик со щенками, сложили уже наших малышей в сумку и отнесли в машину. Субботник уже закончился, и настало время уходить, как к нам подошел работник и попросил посмотреть на одного пса, с которым было что-то не так. Нам показали белоснежного, красивого, большого пса, который очень тяжело дышал и издавал несобачьи звуки. По словам работников, такое состояние у него длится на протяжении 3 дней. Сначала мы подумали, что у него инородное тело в дыхательных путях, но мы сильно ошибались. Не раздумывая, мы, конечно же, взяли и повезли пса в клинику. Чтобы вы поняли ясность всей картины, вот такие звуки издавал этот пес. По приезду в клинику ветеринары предположили, что он просто перегрелся или у него солнечный удар. Из-за этого такое дыхание. Также у Зефирчика, как мы его назвали уже в клинике, была слишком высокая температура. Перегрев мы исключили сразу же, так как в Якутске по ночам еще -2 градуса. Утром палящего солнца нет. Зефирчика сразу же положили под капельницы, поставили ему антибиотик и пытались сбить температуру ледяными грелками. Мы настояли на рентгене, так как предполагали инородное тело в дыхательных путях. Как выяснилось, Зефирчик не молод, и у него сильный отек легких. Сейчас Зефиру назначен курс антибиотиков и других лекарств, которые он исправно принимает, и ему уже становится намного лучше. Таких страшных звуков он уже не издает, но дыхание все еще тяжелое. К этому у него пропал голос. Что могу сказать о малышах? Они уже прошли карантин, готовы к прививкам и к отъезду в свои дома. Хотелось бы поговорить не только о новеньких, но и о стареньких, ведь о них очень часто забывают. Конкретно о Каштане. Это тот самый малыш из заброшенного дома, спасенный нами зимой. Как многие помнят, он пристроился в руки к мужчине-кинологу, и все было хорошо, но ровно месяц. Ровно через месяц мне позвонил тот самый мужчина и сказал, что хочет вернуть Каштана по причине аллергии у маленького ребенка. И вот вновь Каштан ищет свой дом. Он прошел через холод и голод, через потерю братьев и сестер, через страшный энтерит. И он не заслужил быть любимым, быть домашним. Я уверена, что его будущий хозяин посмотрит это видео и поймет, что вот моя собака. И Каштан снова станет домашним, но уже навсегда. Еще наш старичок Хантер, русский охотничий спаниель, от которого под старость лет отказались хозяева, тоже ищет дом. Не понимаю, почему на такую прекрасную собаку не поступило ни одного отклика. Но мы не сдаемся и продолжаем искать всем подопечным дома. Но в жизни есть и хорошие моменты, например, как эти. Зимушка, которую мы спасли с ППЖ, уехала домой в прекрасную семью. Также все эти малыши обрели свои любящие дома. Еще не могу не упомянуть об этих крупненьких девочках, которых мы так старательно пиарили, делали посты. Их все-таки заметили. Одна из девочек уехала домой. И уже через 1,5 часа нам прислали счастливый приветик из дома. Девочку назвали Фокси. Также нам прилетел счастливый привет от Хурмы, от того самого котеночка, который замерзал в подъезде в городе Намцы. Но ее сестра по несчастью Ракша до сих пор у нас и тоже ищет свой любящий дом. Также те, кто не вступал в наш чат помощи в WhatsApp, наверное, не знают, что случилось с Сидом. Сид полностью выздоровел. Вы только посмотрите на него.
Разве можно сказать, что этот пес пережил страшные муки и боли, что в нем находится 20 пуль, что у него была опухоль? Нет. И сейчас он тоже может спокойно искать свой дом. И смело могу сказать, что в настоящее время у нас много спасенышей, но и много тех, кто еще не нашел своего человека. Некоторым нужна медицинская помощь, нужны пеленки и вакцины для щенков. Также мы постоянно закупаем корма, крупы, мясо для варки еды нашим подопечным. Также многих наших подопечных нужно кастрировать или стерилизовать. А это все деньги. К сожалению, мы не обладаем такими большими финансами. На счету подопечных осталось совсем немного, поэтому мы просим помощи. Не бойтесь жертвовать, ведь даже 100 рублей спасут чью-то жизнь. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что помогаете. Спасибо, что вы с нами. С вами были ваши северные псы.